На реализацию приоритетных проектов Москва выделила нашей республике по итогам прошлого года 800 миллионов рублей. Об этом Сергей Гапликов сообщил в кулуарах Гайдаровского форума. Он проходит в Москве. В рамках проектного управления, введенного 2 года назад, поддержку получили 9 направлений. По линии здравоохранения, например, это проект по оказанию своевременной и экстренной медицинской помощи жителям труднодоступных районов. За прошлый год это 300 вылетов, эвакуация 403 пациентов, из которых 42 ребенка. По линии образования в республике утверждено дополнительное количество высококвалифицированных специалистов, имеющих востребованные профессии. А еще госпрограмма «Комфортная среда», о которой мы уже не раз рассказывали. Строительство дороги на Нарьян-Мар в рамках уникального для страны концессионного соглашения. Сам экономический форум проходит местами очень дискуссионно. Одна из тем, например, вновь оживила спор о межбюджетных отношениях центра и регионов. Их инициировала глава Счетной палаты, обратив внимание на то, что руководители субъектов часто полученные полномочия скидывают дальше на муниципальный уровень. Такой объем делегирования на муниципальный уровень приводит к потере прозрачности организации осуществления переданных полномочий, особенно в части регулирования движения бюджетных средств. Мы традиционно говорим о закреплении доходов, но мне кажется, что есть основания поговорить все-таки об обмене полномочиями между регионами и федеральным центром. Но ни для кого не секрет, что, возможно, речь может идти о передаче на федеральный уровень платежа за неработающее население с соответствующим закреплением делегированных полномочий за регионами и при недостаточности финансового обеспечения возможное закрепление иных налоговых и, подчеркиваю, неналоговых доходов. Вот налог на прибыль 1% забрали, за хорошую работу немножко денег дали, спасибо, конечно, но это 30% того, что забрали. 5 лет не трогайте ничего. Вот поставили, давайте 5 лет поработаем. 5 лет, значит, я буду понимать, сколько доходов мы заработаем, и это. Вы принимаете решение. Движимое, недвижимое, движимое имущество. Это наши доходы. Почему вы такие решения принимаете? Или какие-то высчеты из подоходного налога? Почему вы принимаете без нас какие-то льготы? Поэтому просьба какая? Чтобы это все было понятно. Если у нас не будет мотивации, роста, создания новых рабочих мест, значит, повышения эффективности работы наших предприятий, какой смысл? Я за эту реформу и за возможность изменения ответственности, если при этом мы сначала откажемся от целого ряда государственных и муниципальных полномочий и потом разумно закрепить соответствующими уровнями. Тогда да. А пока одновременно не происходит решение о том, чтобы отказаться от каких-то полномочий, то я категорически против пытаться сейчас. Ничего не произойдет, совершенно верно заметил мой коллега. Бюджет один, он известен, имеет определенные параметры. И у кого бы ни находились эти ресурсы, их на сегодняшний день, несмотря на потому что они бешеные, получается, что нам не хватает. Вопрос, от чего нас надо освободить? Освободить от нас от регулирования наших полномочий. Вот это то, о чем, опять же, Рустем Нургалиевич говорил, да, что не надо нам нормировать количество сотрудников аварийных служб в регионе, аварийно-диспетчерских, да, потому что это расходы. Я лучше сделаю какую-то IT-модель, мне нужен будет один человек за компьютером, да, и какой-нибудь СМС-сервис, а не норма, которая обязывает меня тратить бюджетные деньги на содержание непонятного количества людей. Вот эту работу, о которой сейчас начали говорить, о которой Дмитрий Николаевич Казак говорит, давайте ее доведем до конца, и это очистим, это даст серьезную экономию бюджетных расходов. Безусловно, модельный бюджет – это шаг вперед, но, может быть, стоит подумать все-таки о том, что у нас есть там 4-5 типов регионов с различным генезисом проблем, скажем так, да, и какую-то специфику этих регионов, ну, мне кажется, можно было бы учесть, может быть, на следующем этапе. Спасибо. Что же касается главы Коми, в рамках командировки в Москву он может встретиться с руководителями крупных компаний-инвесторов, присутствующих в регионе. По крайней мере, такими целями он поделился накануне в рамках встречи с руководителями муниципальных учреждений культуры в Усть-Куломе. Партнеры республики «Лукойл», «Русал», «Газпром», «Маринова» должны подтвердить свои социальные обязательства на этот год.